Дорогие друзья, сегодня мы поговорим снова о плодово-ягодных растениях и обо всем этом, каково многообразие, какие именно саженцы могут прижиться у нас в нашем климате. Мы поговорим со специалистом Еленой Иннокентьевной Семеновой. Елена Иннокентьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Ну что, покажем, какие у нас саженцы могут действительно прижиться вот в нашем непростом климате. У нас в Якутии. Ну, сейчас у нас все садоводы, мы все хотим вырастить на своем участке яблони. Какие яблони и как нам выбрать? Давайте я вам сразу на примере покажу. Вот саженец яблони. Это саженец двухгодовалый. Так. Вот он привитый на корень у него яблони сибирская дикая. Смотрите, какой корень. Это идет стержневой корень и мочковатость. Вот это самый хороший, оптимальный саженец. То есть для нашего... он может вытянуть вот этот весь. То есть качество саженца оцениваем вы не по толщине ствола, а по корню. Вот. Это саженец у нас уральской наливной. Он очень себя хорошо зарекомендовал. Очень много плодоносит. Это очень зимостойкая яблоня. Она хорошо очень у нас переносит. Хорошие сорта у нас сибирка, малинка хорошие сорта, бурятская урожайная, бурятская ранняя очень хорошо у нас, жебровская хорошо растет у нас, аленушка. Это естественный полукарлик, самоплодные сорта, которые на второй год уже дадут плоды. Вот из ранет это яблоня первого поколения, от сибирки идет, да, то есть у нее вот у этих плодов будут по 50, 60, 70 грамм, а у ранетки до 15 грамм эти сорта. Тут у нас очень хорошо себя зарекомендовали подарок Баму, Долга, Лидия и Ермолаева. Они очень себя хорошо зарекомендовали. Вот. Так, теперь у нас новый тренд. Делюсь своим опытом. Сейчас у нас новый тренд. Очень многие желают посадить сливу. Вот. Слива привита на уссурийскую сливу. Это считается тоже очень самый зимостойкий сорт у нас в Якутии. Не в Якутии, в мире, да. И привитый вот сорт. Это сорт у нас Аюна. Это бурятской селекции. Она тоже зимостойкая. Она тоже хорошо растет. Видите, большой саженец двухгодовалый. Корень, смотрите, какой мочковатый. Вот когда при выборе саженца, вот смотрите, не толщину ствола, а именно корень должен быть. Вот этот корень должен потом вытянуть вот этот весь ствол. Вот такие. Вот это оптимальный вариант. Ну как понять мочковатый? Ну, он, видите, он растет не стержневой вот такой, стержневой вниз идет, а он, видите, полукруглый, разный, видите, очень много корней, которые будут давать. Когда будете сажать, вы должны это все исправить, расправить и посадить ровно, аккуратно. Вот так. Хорошо у нас зарекомендовала, очень хорошо зарекомендовала у нас вишня песчаная. Вишня песчаная бисея. Есть черная и есть зеленоплодная. Черная у нас немножко, она сладковатая, с привкусом терпкости. Желтоплодная, она слаще. Вот. Это какая? Это черная бисея. Это считается тоже зимостойкость, у нее очень высокая, она зимует у нас без проблем, можно даже без укрытия. Тоже корень, смотрите, какой идеальный. Вот. Хорошие у нас тут много продают. Вот я просто всем советую, вот смотрите, когда выбираете саженцы, чтобы не жалко было ваших потраченных денег, нервов, да, вы вот такие саженцы. Вот это самый оптимальный вариант, идет. А вот эта вишня на какой год, еще раз напомните, на второй начнет год плодоносить? Вот, на второй год. на это второй год. скороплодный. Она плодоносит на второй год. Но это не дерево, это именно куст. Это кустарник, да. Но она вырастает до 2 метров при хороших условиях. Они гнутся, их можно наклонять, если сделать. Но при уходе на зиму нужно их они легко ложатся. Я обычно вот так просто их ложу сюда доску, и снегом сама уже, естественно, заходит. Вот. Так, наши очень хорошие, любимые, монён, наш любимый, как говорится. Это очень питательное, хорошее растение, витаминное, да. Вот смородина нюрсинка. Сортов очень много. Ядреная, нюрсинка, забава, читканка, орловский вальс,
Их очень много сортовых, которые дают очень хороший урожай и быстро растут. Видите, у нее тоже какая корневая система. Ее сажают наклонно, вот так. Вот здесь чем больше заглубить, тут 3-4 почки оставляем, остальное все отрезаем. То есть первый год формируется фундамент, чтобы корневая система, чтобы в последующий год они давали хороший урожай. Вот. Смородина вообще очень неприхотливая. Растет хорошо у нас. А вы обрезкой занимаетесь когда, в какое время? Вот весной сейчас обрезкой заниматься можно или нет? Ну, как вы загущение, порекомендуете? да, загущение можно убирать. Загущение это старые стволы, которые вы осенью не убрали. Некоторые осенью ну вот поздно, да, у нас мы же не можем подрасчитать, какая у нас осень, да. Иногда осень затягивается, иногда резко приходит к нам мороз, да. Если затягивается, то можно сделать вырезку, потому что ранки все затянутся, и туда мороз не попадет, инфекция не попадет, они хорошо перезимуют. А если резко зима придет, то, соответственно, открытая ранка растение погибнет. может не перезимовать. Вот. Поэтому. И обычно они дают побеги на втором, на третьем, на второй, третий, четвертый год. А старые побеги 5-6 года надо их всех вырезать. Ну да. Они становятся темные совсем и лежачие, которые растут не так, как надо. А их нужно надо. прям вырезать прямо вот Да. у корня, да? Да, прямо вырезать около земли, без пенечек не оставлять. А сколько растет вот эта смородина? Сколько лет у нее, скажем так, ну, жизненный такой период? Ну, у нас, как говорится, рискованное земледелие, очень экстремальные условия, да. Чисто по теории они могут расти 10, 12, 15 лет. Но я думаю, что не надо мучить наши растения вот эти, да, в наших таких условиях. И лучше омолаживать. Вот. То есть, получается, старый куст, которому 40 лет, его надо сразу убирать. Его нужно убрать, к сожалению, да. Его надо И сразу посадить на его место новое, свежее, молодое растение, которое будет нас радовать с годами хорошими урожаями. Ну, очень интересная информация. 7-й, 8-й, 9-й год самое большое количество ягод со смородиной. И вот это растение я в прошлом году открыла для себя. Это жимолость. Вот. Ее очень много сортов. Видите тоже какой корень, да? Вот. Шелушение идет, это естественное для жимолости. Жимолость считается ягода молодости. Вообще человек должен в год где-то 120-140 килограмм ягод. Вот эта жимолость богата очень селеном, цинком. У нее больше всех, из всех, даже в лимоне, даже в перце витамина С. Вот для нас, именно для нас, для северных, вот это очень нужная ягода. Кладезь витаминов. Кладезь витаминов. И самое главное, да, вот это растение ничем не болеет, никогда, почти что никогда вредителями ее не вредят, не привлекает, да. Она растет само вообще. Медленно растет, но хорошо растет. На каких почвах растет жимолость? Все должно расти на нейтральных почвах. Вот. Кислые почвы, солончаки, конечно, все растения любят солнце, все растения любят хорошую питательную среду. Поэтому всегда, когда вы делаете, от обычной земли 2 части всегда питательного грунта добавляйте. Вот питательно. В этом году я хочу заняться жимолостью. Я заказала Коротко расскажите, пожалуйста, как жимолость посадить правильно? Жимолость сажается прямо. Ямку выкапываете под размер корней. Вообще все ямки выкапываете под размер корней, чтобы корни не были вот так. Они должны быть свободны. Расправлены. То есть, да, вы выводите какие корни, поэтому сажаете так. Глубину можно не глубокую. Что в ямку нужно положить? В ямку ложите, обязательно надо ложить, говорю, перегной, питательный грунт, своя земля родная. Плюс добавлять, если надо, вот я советую, вот это очень хорошее удобрение бийское, да, для плодово-ягодных культур. Тут очень хороший состав есть, и азот, и калий, и фосфор. Оно оптимально. Но сколько нужно добавлять? Все ложите по инструкции. Инструкции здесь все есть.
Ну, Всё здесь. примерно столовую Вот. ложечку, да? Нет, больше. Тут Даже там больше. получается, да, все здесь. Ага. Тут получается 15-20 грамм. Ну да, столовая ложка Ага. получается, если То есть хорошая и большая все это столовая. перемешать, а потом уже вот в эту смесь полученную высаживать наши растения. Да. Вы ямочку выкапываете, все там землю мешаете, Мгм. все делаете. Потом она сделается, потом выкапываете ямочку под Под корни, Мгм. сажаете ее и закапываете. присыпаем. Утрамбовываете, Мгм. вот, и делаете. Мгм. Вот. Ну, А нужно, как яблоню, подкармливать каждый год перегной, подсыпать? Можно. жимолость очень любит кушать, покушать. Поэтому перегной, коровяк обязательно весной. Мгм. Перегной и осенью, и весной. Коровьяком я обязательно подкармливаю. Но я приверженец органического земледелия, поэтому слишком минеральное удобрение я не применяю. Так, ну что, в этой чудесной нашей бадье закончились саженцы, о которых хотелось рассказать. А теперь вот давайте переместимся вот сюда. Что у нас здесь за зеленая аптечка? Так, у каждого садовода должна быть своя аптечка. Вот. Я ну, может быть, как-то некоторым не нравится, да, но я всегда так говорю: чем землю покормишь, тем и что и сам будешь кушать. Поэтому я От химии стараетесь? минеральные удобрения, вот эти все, я почти что от них отказалась. Все, естественно, перегной. Потом мы перейдем к этим, да. Вот. Поэтому вот вы мне помогите сперва, да. Вот самые вот натуральные хорошие удобрения, я считаю, вот гуми. Вот. И оно разводится, очень выгодное, но оно разводится, делается маточный раствор, и там добавляется ложка, капля там, ну, в размере. Очень хорошее. Я всегда его, уже сколько лет, оно меня не подводило, всегда его делаю. Или летом делается бурда, зеленая трава закисается и тоже вот поливается, тоже очень хорошее. Так, потом у нас фитоспорин. Фитоспорин это тоже очень нужное, да, обязательное, всегда Для должно быть в обеззараживания нашей почвы, аптечке. для Она того, от чтобы- грибковых, от бактериальных, от черной ножки всех растений. Лечит землю, плюс лечит наше растение. Вот. Так, сейчас я для себя давно пользуюсь вот такими растениями. Это биопрепараты. Это гамаир, оливир и глиокладин. Я делаю баковые смеси. То есть вот у меня такой пульверизатор есть на литр воды по одной таблеточке. И я поливаю в землю. Как бы, да. Я также рекомендую, очень хорошо лечит землю от бактерий трихоцин. Он очень выгодный. Тут 12 грамм на 2 сотки. Вот я его позапрошлом году купила, вот он совсем немножко. Я его обычно применяю, когда смотрю, что если почва, например, что-то болеет, ну, растение или что-то болеет, и черенки делаю вот обязательно. Так, ну, конечно, это все у меня как бы природное, Это вы да? почву проливаете, да? Это природное. Вот в этом году я для себя открыла эмбиоту. Это удобрение «Живая земля». Это в жидком виде, как говорится, а это в сухом виде. Это наш производитель якутский. Я раньше применяла сияние, Байкал применяла. Я не была, как говорится, ну, результат хороший, я была довольна этим, да. Но в этом году зимой я открыла вот это для себя, это наше местное удобрение. Это органическое удобрение, которое сделано на нашем растительном сырье, то есть на нашем сене. А тут все минералы, все добавки Полезные находятся свойства. все полезные свойства находятся в хелатной форме. Хелатная форма это что? Это легко усвояемая. Тут почти что более 80, как говорится, в составе находится. Полезных веществ. Каких-то компонентов, да? Поэтому вот, а это как бы сухая, ну вот, если далеко отправлять, например, вот это тоже удобно при транспортировке, все тоже делаешь маточный раствор вот такой же, да, и тоже хорошо делается. Ну, можно даже и посыпать на землю, наверное. Да, я вот сейчас в этом году хочу, когда саженцы буду делать, я хочу этим заняться. Вот, я весной готовила для рассады грунт, сухую это применяла. Вот.
в этом отношении. Вот я вот всем рекомендую, у меня еще дальше как бы пойдет, да, на саженцах теперь буду заниматься, но очень хорошие. Вот я считаю, что наше местное свое, тем более наше сырье, которое, ну, мы должны свое родное же как бы делать, Ну да, да. когда будет лучше. Вот. Ну, конечно, фармайод я всегда рекомендую. Это хороший инсектицид, биопрепарат. Это от всех бактериальных и гнилостных бактерий. Очень хороший. Все. Фармайод. Фармайод. Он и теплицу очищает, и вот потом пойдет и от бактерий всех будет. Потом вот фитоферм форте. Это вот биопрепарат 4-го поколения, то есть самый современный, самый эффективный. Самое главное, в чем преимущество в том, что оно не вредит ни земле, не вредит ни нашим полезным насекомым, это пчелам, птичкам не вредит, и человеку. И после обработки на 2-3 день мы можем уже употреблять, делать. Так, липосан. Липосан – это прилипатель. Ну, вы все сами знаете, когда мы делаем растворы, чтобы хорошо прилипло, держалось дольше, да, вот этот липосан. На сегодняшний момент, если мы раньше добавляли зеленое мыло, то сейчас липосан, это самое, он держит 20-30 дней. Вот очень хороший, эффективный. Но без дождя. Да, дождь выдерживает. Даже Дождь выдерживает. выдерживает. Вот. Ну и, конечно, если у кого как бы нету, кто совсем как бы, как называется, не может, я понимаю, может нету, да, это вот тяжелое. Я раньше пользовалась хорус, это обработка весной наших деревьев плодовых. Бордоская смесь, это наш старый как бы препарат. Ага. Ну, Макси это я всегда пользуюсь, когда приходят саженцы от, ну вот, как говорится, карантин, чтобы препарат, чтобы не занести другие как бы болезни. Ну, искра это тяжелая альтерелия, когда совсем уже очень сильно поражены как его растения. Но я хочу сказать, если вы ухаживаете за растениями, смотрите за ними, то они, соответственно, так как же у человека повышается иммунитет, они не болеют. Просто нужна профилактика. Все. Если вы будете вовремя, будете хорошо следить, ухаживать, то вами не надо будет применять вот эту тяжелую артиллерию. Вот. Ну и вот это я вот пользуюсь ручной, как бы большим аккумуляторным на деревьях, вот только березу как бы делаю, а яблони пока маленькие, все я пользуюсь вот этим механическим. Он заканчивается, я уже сюда сделала. Вот так, да? Так, обработка делается по саду. Обработка сада делается сперва санитарная обрезка, да, это, ну, когда вот после зимы сухие ветки, а потом по зеленому конусу. Зеленый конус я вам там покажу, вот на деревья у меня с той стороны. И вот мы вот так обрабатываем. Вот так. Видите, я спокойно вот так прохожу и обрабатываю. Вот. То есть вы обрабатываете чем? Каким препаратом? Здесь у меня разведен гамаир и альтаир. Вот у меня здесь разведен. И я потихонечку вот так обрабатываю. Это минеральные какие-то удобрения, да? Это не минеральное, это все биопрепараты. Это все препараты. У меня растение живое. То есть это получается, да, для того, чтобы как бы стимулировать или как уберечь, да? Нет. С какой целью? Это профилактика от вредителей. Профилактика от бактерий, от грибков. Вот. За зиму все равно же тут что-то как бы образовалось. И плюс землю. Ну, землю я буду обрабатывать имбиотой в этом году, попробую. Раньше я обрабатывала сиянием. Первая обработка всегда идет по зеленому конусу. То есть почки набухли, но листики еще не выпустили. Вот, видите, смотрите. Что-то там зелень делает. Это называется зеленый конус. И вот по нему идет обработка. Вот тут зимуют все вредители у нас вот здесь. И мы вот здесь их вот так обрабатываем. Вот каждая. Это называется обработка по зеленому конусу. Вторая обработка будет у нас после цветения. И третья обработка перед тем, как растение осенью, когда листва упадет, будет приготовиться к зиме. Вот это будет третья обработка. 3 обработки достаточно. Вот.
Вот эта яблоня сибирка, вот наша яблоня сибирская дикая, вот я ее хочу потом, в последующем, в этом году хочу я ее привить на культурный сорт черенки. Вот сорта возьму, тут у меня много есть черенков, я хочу привить, попробовать. То есть у меня будет яблоня культурная. У нас вот образовалась традиция. Мы сейчас нас очень много, более 1500 человек, единомышленников, да, и мы сейчас, у нас такая хорошая получилась традиция, мы собираем семена, потом, когда собираемся, саженцы, когда приезжают, все, мы эти семена между собой делимся. И еще с прошлого года я сделала такой клич, чтобы где мы живем, своими силами, посильными, да, в меру своих возможностей, каждый посадил у себя в своем микрорайоне, на своей улице какой-то садик. В прошлом году я тоже так же сделала, и я бы хотела, чтобы вы тоже его посмотрели. Он там у нас на Круговой. Вот он был посвящен к столетию ЯССР и Году матери был посвящен. Мы за ним все женщины нашего микрорайона и мужчины все нам помогают, мы там ухаживаем. И в дальнейшем мы тоже будем облагораживать. И я всем говорю, к садоводам, любителям, сажайте, сейте разумное, доброе, вечное, чтобы превратить нашу землю якутскую в цветущий сад. В рамках озеленения, посвященный столетию ЯССР, посвященный Году матери в прошлом году, мы заложили яблоневый сад. Мы посадили 8 яблонь. И в последующем будем его вот это облагораживать. Но в этом году у меня планы посадить многолетние цветы. Вот. И вот так потихонечку будем облагораживать. Силами жителей мы огородили. Сами же все построили здесь. Сами же выкопали ямки, сами же посадили. Проходите. Вот такой маленький садик. Вот такой маленький садик. Видите, по кругу у нас яблоньки. Вот эти. Они хорошо перезимовали. Я уже все проверила. Вот здесь у нас в прошлом году были клумбы, мы петунии сажали. В прошлом году осенью мне один мой садовод подарил елочку. Это ель наша алданская, ленская ель. Вот я хочу, чтобы эта ель у нас выросла, и наши дети тут на Новый год наряжали ее. Вот. Какие планы хорошие. Вот хочу вот здесь посадить. В прошлом году уже поздно, мне привезли с Алдана ее, и вот я здесь хочу посадить. Ну, еще. Какая вы молодец, какая вы энтузиаст. А кто-то вам помогал вот в создании, в разбивке вот этого садика небольшого? Мы сами, все жители. Я сделала клич, все женщины откликнулись, мужчины откликнулись. Мы сами выкопали ямки, купили землю, саженцы я предоставила. Вот. И мы сами вышли субботником, выкопали ямки, посадили. Вот временно так мы огородили. Потом уже по ходу мы сделали вот это ограждение. Тоже своими же силами. Вот здесь ограждение сделали. Молодцы какие. Вот. И ну вот думаю, что тут, чтоб тут для красота. Потому что мы когда ездим куда-то, да, мы же смотрим везде красиво, красота. Наши дети тоже должны это видеть. Вот. И надо вот именно общественную территорию облагораживать. Двор – это хорошо, а я считаю, что надо облагораживать общественные территории. Вот. Не тольником, не березой, ничего, а вот именно культурными растениями, которые, они сейчас у нас очень хорошо растут. Вот. А яблоня, она вообще без проблем растет. А когда весной будет цвести яблоня, вы сами знаете, что это такое, какая это красота. Елена Никитина, большое огромное вам спасибо, что вы показали нам свой садик, насколько вы благородный человек и насколько у вас замечательные люди проживают в вашем микрорайоне. Вы сами реализовали свою общественную инициативу. И желаем вам, чтобы у вас сад действительно превратился в цветущий, красивый, и чтобы он украшал вот этот вот микрорайон новый в поселке Жатай. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо большое. Ну что, дорогие друзья, будем пробовать сажать плодово-ягодные деревья.